Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. После недельного штурма восточного Алеппо армия Асада предложила боевикам Джабхат ан-Нусры покинуть город в обмен на гарантии жизни. Боевики ответили залпами из градов по западной части города, где находится почти 1,5 миллиона человек. Первый снег в Алма-Ате и сразу 12 сантиметров. А у соседей в кыргызском городе Каракол из-за обильного снегопада оборвало почти все линии электропередач. Председатель Союза журналистов Казахстана отправится в тюрьму на 6 лет. Суд Астаны вынес обвинительный приговор по скандальному делу Ситказы Матаева. В Париже ограблена мировая звезда Ким Кардашьян. Вооруженные люди вломились к ней в номер в 3 часа ночи и отняли все ее бриллианты. А накануне известный украинский журналист пытался поцеловать зад Кардашьян на открытии Парижской недели моды. Полиция расследует данное ограбление. Афганские талибы вновь атаковали крупный город Кундуз на севере Афганистана. Им удалось захватить северную часть Кундуза. Правительственные силы опасаются повторения штурма годичной давности, когда почти весь город оказался под властью Талибана. Командиры талибов заявляют, что им удалось захватить ключевые блокпосты на севере Кундуза и выбить из нескольких районов города правительственные войска. В свою очередь, представители правительства утверждают, что талибы просочились в город, миновав тщательно выстроенную линию обороны, и напали с тыла. Сейчас к городу стягиваются многочисленные подкрепления, в том числе и американские части. Но, как заявляют представители военного командования, выбить боевиков будет сложно, так как они уже смогли оборудовать позиции в жилых кварталах. Здесь в Кундузе убивают каждый день. Мы устали от этого. Есть ли право у наших людей жить мирно или нет? Боевики приходят в город каждый день. Потом афганскими силами безопасности их вытесняют. И эта бесконечная борьба, безусловно, влияет на повседневную жизнь людей. Много убитых среди гражданских лиц. Тысячи семей были вынуждены бежать из-за боевых действий. Автомобильные дороги заблокированы. Глава Союза журналистов Казахстана Ситказы Матаев и его сын, директор информационного агентства «Кастак» Асет Матаев, отправятся в тюрьму на 6 и 5 лет соответственно. Такое решение по одному из самых резонансных дел вынес суд Астаны. У обоих осужденных также будет конфисковано все их имущество. Матаевы были взяты под стражу сразу же после оглашения обвинительного приговора и в наручниках при сопровождении конвоя выведены из зала суда. На основании статьи 58 части 3 Республики Казахстан по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Матаеву Ситказы наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добыто преступным путем, либо приобретенное средство, добыто преступным путем, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распределительными, материально-ответственными функциями государственных коммерческих организаций, с отбыванием наказания в исправительной колонии в общем режиме. Напомним, что Матаевых обвинили в неуплате налогов и многомиллионных хищениях государственных средств. Матаева вину не признавали и называли суд спектаклем. В своем последнем слове Ситказы Матаев даже назвал имена заказчиков его преследования. Среди них спикер казахстанского парламента. На оглашение приговора поддержать Матаева в суд пришли десятки журналистов и гражданские активисты. Адвокат Мадина Бакиева сообщила, что приговор будет обжалован, заявив, что считает судебное решение несправедливым. В любом случае мы будем обжаловать данный приговор в течение 15 дней, да, если нам его выдадут в срок. И придется здесь обжаловать в Астане? Да, в Астане, в Астанинский городской суд, затем Верховный суд, а затем уже в Комитет по правам человека. Резкое похолодание на юге Казахстана. В Алма-Ате выпало сразу почти 12 сантиметров снега. Жители южной столицы стали в большом количестве публиковать фото и видео в соцсетях необычного для октября природного явления. Вы видите любительское видео из пригорода в Алма-Аты. Синоптики отмечают, что снег будет идти еще в течение недели. Это совсем не характерное явление для этого времени года. А это кадры из кыргызского города Каракол, где прошли еще более мощные снегопады. Служба спасения Кыргызстана сообщает, что во время снежного бурана вышли из строя почти все местные линии электропередач, и город Каракол надолго остался без электроснабжения.
В кыргызско-узбекских взаимоотношениях неожиданно наметились первые признаки политической оттепели. Об этом говорят эксперты. Впервые за несколько лет власти Узбекистана пригласили делегацию из Кыргызстана в Андижан, где гостям провели экскурсию по городу и устроили концерт. Больше всего были удивлены кыргызские журналисты, которым разрешили беспрепятственно снимать любые репортажи. Подробности в репортаже Шавката Тургаева. Приглашенная официальным Ташкентом кыргызская делегация до конца не верила, что сможет пройти границу легко. Но проверив паспорта, узбекские пограничники без лишней бюрократии гостей пропустили. Встречали кыргызстанцев представители из высших эшелонов власти Узбекистана. И даже вице-премьер-министр Атхан Икрамов нашел время в своем графике. Добро пожаловать в Узбекистан. Мы сегодня, ожидая вас, уже пообщались в очень теплом кругу и поняли, как нашим странам, и Кыргызстану, и Узбекистану, нужны такие встречи. Кыргызскую делегацию из 130 человек в Андижане встретили теплом. Впервые за много лет Узбекистан сделал шаг навстречу Кыргызстану, чтобы наладить двусторонние отношения, которые за последние годы изрядно охладели. У журналистов не было ощущения, что они находятся в закрытой стране, словно и не было здесь никогда диктаторского режима. Фотографируй что хочешь и когда. В Андижане для гостей подготовили культурную программу, ознакомились с музеем Бабура, организовали концерт в Андижанском госуниверситете, показали факультет кыргызской филологии, а в Доме культуры прошла встреча с представителями кыргызской диаспоры. Уважаемые братья-кыргызы, друзья, добро пожаловать в Андижан, который высоко ценит дружбу и согласие. С раннего утра мы приветствуем друг друга, общаемся, разговариваем, понимая, что соскучились друг по другу. Мы осознаем, что нам необходимо укреплять наши отношения. Пусть наши любезные, приятельские, родные отношения будут вечными. За пышным обеденным столом вместе сидели узбеки и кыргызы, будто всегда жили в одной стране, делились своими историями и понимали, что лучшего момента для улучшения отношений между странами не придумать. И в этом в первую очередь заинтересованы простые люди. Моей радости нет предела. Наши предки делили воду из одного арыка, жили под одним небом, у наших народов схожие обычаи и культура. У нас исторические связи, схожие традиции, нас много что связывает. Мы духовно близки друг с другом. В Андижане кыргызстанцам посмотреть было на что. Узбеки похвастали своим железнодорожным вокзалом и производством современных электропоездов. Устроили тур по заводу General Motors Узбекистан, где трудоустроены порядка 10 тысяч человек. Но самое важное событие было впереди. Вице-премьеры двух стран Мухаммедкалый Абулгазиев и Атхан Икрамов обсудили вопросы двусторонних отношений, а в конце встречи приняли меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ особенно важный для жителей приграничных территорий. Появилась надежда, что решение вопроса границ сдвинется с мертвой точки. Недавнее мирное разрешение конфликта на спорной горе Унгарто вселяет оптимизм. Сегодня мы приняли меморандум, который придаст новый импульс развитию отношений. Он позволит решить приграничные вопросы между странами. На основании меморандума теперь станет возможным решать многие вопросы на уровне местных властей, губернаторов и акимов, руководителей силовых органов. Не будем скрывать, что между нами много нерешенных проблем. Поэтапно, но мы будем решать их. Сегодня мы открыто обсудили, как в дальнейшем будем решать вопросы между нашими государствами, проблемы жителей приграничных районов, как исключить недопонимание между нами. Теплый прием показывает, что узбекская сторона готова для сотрудничества. Мы очень признательны ей за это. Визит кыргызской делегации в Андижан по приглашению узбекской стороны и подписанный меморандум можно расценивать как потепление отношений между странами. И это произошло спустя месяц после смерти Ислама Каримова. Однако некоторые эксперты попытки наладить отношения между двумя странами связывают с предстоящими выборами главы государства. Главный кандидат, исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиёев, таким образом завоевывает голоса узбекистанцев. Шавкат Тургаев, Эрнест Нурматов. В настоящее время Андижан, Республика Узбекистан. Тем временем в Узбекистане выдвинуты 4 кандидата в президенты, один из которых временно исполняющий обязанности главы республики Шавкат Мирзияев. Собственно, именно Мирзияеву и прогнозируют абсолютную победу. Напомним, что президентские выборы в Узбекистане пройдут 4 декабря.
Некоторые из нынешних кандидатов баллотируются на пост президента не в первый раз. Примечательно, что все они накануне своего выдвижения заявили о поддержке кандидатуры Мирзияева как бесспорного лидера предстоящей гонки. Об особенностях узбекской демократии мы побеседовали с руководителем узбекской редакции «Озодлик» Алишером Сидиком. Есть только одно имя в данном невыборном процессе. Это имя Шавката Мирзияева. Он руководил похоронной комиссией Каримова. Те, кто знает советских времен, кто хоронит предыдущего, тот и следующий. Да? То есть все остальное это есть такое американское слово political shenanigan, да? Такая хитрость какая-то общая политическая, кидалово такое. Но те кандидаты, которые участвуют, они не то что новые какие-то кандидаты, это кандидаты, которых уже Каримов использовал в этих же целях один раз. То есть использованные люди, да. Тут особо они такой креатив не проявляли. Просто кого мы знаем, да, вот давайте обратно заново их приведем. Эти же люди, тогда, когда Шавкат Мирзияев в обход конституционному требованию о том, что главой республики на время новых выборов должен стать председатель Сената, эти же люди поддержали незаконную кандидатуру Шавката Мирзияева, не антиконституционную, давайте так скажем, на пост, исполняющий обязанности президента. Поэтому как бы для всех все понятно. Выборы провести хоть сегодня, хоть через год. Единственный человек в камере, в телевизоре — это Мирзияев. Про Каримова мало. Про Каримова только сам Мирзияев. А другие уже знают, у других уже новый Каримов. Это сам тоже Мирзияев. То есть такая ситуация, что выборы, называть их выборы, не называть их выборами, то есть все равно будет Шавкат Мирзияев президентом. Вот ответственно заявляю, даже даю голову на отсечение. Но если что-то не случится, уж больно, что не случится, необычное, то, конечно, весь путь открыт. Далее в программе. После недельного штурма восточного Алеппо армия Асада предложила боевикам Джабхат ан-Нусры покинуть город в обмен на гарантии жизни. Боевики ответили залпами из градов по западной части города, где находится почти 1,5 миллиона человек. В Париже ограблена мировая звезда Ким Кардашьян. Вооруженные люди вломились к ней в номер в 3 часа ночи и отняли все ее бриллианты. А накануне известный украинский журналист пытался поцеловать зад Кардашьян на открытии Парижской недели моды. Полиция расследует данное ограбление. Штурм восточного Алеппо армии Башара Асада, похоже, приближается к своей кульминации. Правительственные войска после установления контроля над северными районами уверенно продвигаются к югу при поддержке российской авиации, которая совершает сотни боевых вылетов в день. На фоне развивающегося сражения сирийское правительство в очередной раз предложило боевикам Джабхат ан-Нусры покинуть город в обмен на гарантии жизни. Но боевики ответили залпами из ракетных установок «Град». Российская авиация непрерывно наносит удары по нескольким проспектам в восточном Алеппо, по которым Джабхат ан-Нусра перебрасывает подкрепления в районы боев. Также самолеты интенсивно бомбят район города Сулейман-аль-Халяби, где сейчас развернулись самые ожесточенные бои. В восточном Алеппо под перекрестным огнем все еще остаются десятки тысяч гражданских лиц. Некоторые группировки используют их в качестве живого щита. Всего одну неделю мы не слышали самолетов. Но потом опять на улицах начали стрелять, и военные самолеты уже не оставляли нас в покое ни на минуту. Моя маленькая сестра вдруг обняла меня вчера и стала плакать. Она сказала, что так жить больше невозможно. Бомбы, ракеты и бочки падают и днем, и вечером, и снова утром. Почти все мои друзья погибли на моих глазах. Когда-то мы играли в мирные игры, но теперь мы уже никогда не соберемся вместе. Никогда.
Вот один из эпизодов уличного сражения в районе цитадели. Здесь трудно определить, где находятся отряды Асада, а где позиции боевиков. Зачастую противоборствующие стороны занимают разные этажи одного и того же здания, в котором, к тому же, продолжают оставаться местные жители. Огонь ведется во все стороны. Между тем, глава британского МИДа Борис Джонсон объявил, что все действия России в Алеппо являются военными преступлениями. И в этой ситуации всякие переговоры с ней должны быть прерваны. Непрерывная жестокость режима Асада против жителей Алеппо и пособничество русских в совершении того, что явно является военными преступлениями, например, бомбежка больницы, когда они знают, что это больница и ничего кроме больницы, все это делает невозможным возобновление мирных переговоров. Тем временем самой обсуждаемой темой мировых СМИ остается атака российских и сирийских самолетов на две крупнейшие в Восточном Алеппо больницы. Французский проект «Syria Charity» опубликовал видеокамер наружного наблюдения, на которых заснято попадание бомб в самый крупный госпиталь Алеппо М2. Вы как раз видите эти кадры. Также европейские СМИ в больших количествах публикуют любительские видео из Алеппо, на которых жертвы и пострадавшие в ходе российских бомбардировок этих больниц. В Берлине сотни выходцев из Сирии вышли на улицы с огромными сирийскими флагами. Они протестуют против бомбежек Восточного Алеппо. Мы здесь сегодня, чтобы сказать миру, что люди в Алеппо страдают, и они заслуживают солидарности. Мы здесь, чтобы нас услышали, потому что нам надоело это молчание и невежество мира по поводу того, что происходит в Сирии. Каждый сириец, кто имел возможность покинуть Сирию, должен прийти сюда и сказать народу, что мы не забыли о том, что происходит на родине. В другой горячей точке на востоке Украины начался отвод всех военных и их вооружений от линии соприкосновения между армией Украины и силами донецких сепаратистов. По плану отвод должен был проходить 1 октября в 3 населенных пунктах одновременно. Но пока разведение военных сил состоялось только в городе Золотой Луганской области возле пока еще закрытого контрольно-пропускного пункта. После запуска сигнальной ракеты украинские военные отступили за блокпост на 1 километр. Одновременно со стороны ЛНР тоже отъехал грузовик с вооруженными людьми, и участок длиной в 2 километра между противниками теперь полностью демилитаризован. В случае открытия КПП тут будут работать только пограничники. А вот подразделений вооруженных сил Украины на этом участке уже не будет. Еще в 2 точках, это село Петровское и станица Луганская, отвод сорвался. Представители так называемой Луганской Народной Республики винят в срыве украинскую сторону. Украинские же военные поясняют, что отвод пришлось перенести из-за того, что было нарушено перемирие. Разы были обстреляны боевые позиции. 4 раза были обстреляны боевые позиции в районе станицы Луганской. В частности, стреляли из танкового противотанкового гранатомета и автоматического гранатомета АГС-17. Одна из позиций находится как раз недалеко от КПП станицы Луганская. Она и попала под обстрел. Противоположная сторона нарушает режим тишины и не придерживается Минских соглашений. В Париже неизвестные вооруженные люди ограбили американскую звезду Ким Кардашьян. Они ворвались в номер Кардашьян в 3 часа ночи, удерживали ее в заложниках до тех пор, пока она не отдала им все свои драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов. После ограбления Ким Кардашьян сразу же покинула Париж, куда она прилетела на неделю моды. Наш корреспондент Гуля Салкамолова подробнее. Мы находимся рядом с отелем Портале города Париж. Именно в этом отеле сегодня утром была ограблена американская светская львица Ким Кардашьян. Ким Кардашьян ограбили в ее собственном номере этой гостиницы. Известно, что ограбление осуществили несколько вооруженных человек в полицейской форме и в маске. Также известно, что у Ким Кардашьян были похищены ювелирные украшения на несколько миллионов долларов. И известно, что Ким Кардашьян в данный момент покинула территорию Франции. Ким Кардашьян находилась здесь и участвовала в неделе моды, которая проходила в Париже. В данное время рядом с отелем очень много журналистов. В отель пропускают только тех, кто указан в определенном списке, то есть тех, кто живет в этом отеле.
Для остальных вход закрыт. И известно, что в Париже полиция расследует данное ограбление, но пока дополнительная информация в СМИ не передается. В Алма-Ате завершился международный кинофестиваль «Евразия», где были представлены 13 полнометражных лент. Фестивальные картины зрители могли посмотреть бесплатно. Как прошел крупнейший в Центральной Азии конкурсный кинопоказ, в репортаже Дмитрия Белякова. А теперь просто надо назвать фильм, который победил в этом году. И я с удовольствием называю фильм «House of Others». Главный приз 12-го международного кинофестиваля «Евразия» в этом году получил фильм «Чужой дом». Авторы ленты – представители сразу 4 стран – Грузии, России, Хорватии и Испании. Режиссер Русудан Глурджидзе рассказала историю 2 семей, переживших войну в Абхазии. Они заняли брошенные дома и пытаются начать строить новую мирную жизнь. В конкурсном показе приняли участие 13 полнометражных картин, из них 3 казахстанские. А всего в рамках фестиваля было показано более 110 работ со всего мира. Меня молодое поколение очень радует, которое приходит вот сейчас. И то, что сейчас все больше и больше кино снимается, несмотря на непростую, в общем-то, экономическую ситуацию, количество фильмов растет. Это говорит о том, что люди начинают активно заниматься кино и, не ожидая какой-то помощи государства, сами принимаются за осуществление своей мечты. Несмотря на то, что организаторы фестиваля много говорили о новых именах и восходящих звездах, приз за лучшую мужскую роль жюри все же присудило известному советскому и казахстанскому актеру, 93-летнему Юрию Померанцеву, за роль в картине «Раз в неделю» режиссера Игоря Пискунова. Долгих лет жизни. Спасибо вам за ваш честный труд. У нас сегодня неприемный день. Вообще-то я ваш новый Аким. У нас уже есть Аким. Номинация «Лучший режиссер» также осталась за хозяевами фестиваля. Награду получил Адильхан Ержанов за фильм «Чума в ауле Каратас». И тут не обошлось без скандала. Благодаря жюри за высокую оценку Адильхан сенсационно заявил, что этот фестиваль, возможно, его последний, так как из 100 миллионов тенге, выделенных на его новую картину, большую часть заставляют откатить киночиновники. Поэтому я хочу, чтобы хотя бы в этот раз Министерство культуры разобралось с казахфильмом и с Жубандыком, чтобы больше коррупции не было. Внимание казахстанцев в эти дни было приковано и к новой картине режиссера Ахана Сатаева «Дорога к матери», премьера которого прошла в Алма-Ате в дни фестиваля. Генеральный продюсер фильма – дочь президента Казахстана Алия Назарбаева. В результате сразу 2 тулпара от Казахстанской национальной киноакадемии за лучшую операторскую работу и лучшую женскую роль. Председатель жюри Евразии фильм оценил сдержанно. Главный вопрос заключается в том, что пойдет ли народ. В прошлом году организаторы Евразии попробовали сделать просмотр кинокартин платным, и опыт оказался неудачным. Показы в этом году были бесплатными для всех желающих и проходили более чем на 20 различных площадках в Алма-Ате. Изюминкой фестиваля стала возможность посмотреть конкурсные ленты в нескольких городских кафе. Тот самый фактор, что сама Алма-Ата воспета кинематографистами еще в советское время, да, и продолжает служить героиней разных телекартин. Казахстанские режиссеры также праздновали победу в конкурсе короткого метра. Ну и, конечно же, был присужден специальный приз «История и личность» документальному фильму с Назарбаевым о главном казахстанского продюсера Ерлана Бекхожина. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.